Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Густой ледоход наблюдают на гидропостах у Якутска, а в Намском районе устраняют затор. Озвучим последние данные. Здесь можно получить прививку от COVID-19 без очереди. Дополнительные пункты вакцинации заработали в Якутске. Прививки массово ставят и в Нижнем Бестяхе. В столице стартовал третий лесопромышленный форум республики. Подписано соглашение между профильным вузом и одним из крупнейших предприятий. Ледоход на реке Лени у Якутска проходит в спокойном режиме. Уровни воды растут с небольшой интенсивностью. У гидропоста Табага прирост за 4 часа составил 6 сантиметров. Уровень воды по последним данным 820 сантиметров, при критическом 970. У Якутска вода поднялась также на 6 сантиметров и находится на отметке 587. При критической цифре 827. На гидропосту Кангаласы отмечают рост на 14 сантиметров за 4 часа. Отметка 947 сантиметров, при критическом значении в 1 метр. На всех 3 участках наблюдают густой ледоход. У населенного пункта Чимнаи Татинского района на реке Амге высота воды составляет 1195 сантиметров. У Среднеколымска на реке Колыме густой ледоход. Уровень воды за 2 часа опустился на 62 сантиметра. Тем временем в Намском районе после проведения мониторинга и обследования участка реки под руководством первого зампреда Госком ОБЖ региона Иннокентия Андросова проведены подрывные работы на фарватере. 1 тонну взрывчатого вещества использовали напротив села Второй Хомустах Намского улуса. В связи с тем, что после первого подрыва ледоход не тронулся, подрывные работы будут проводиться повторно до устранения затора, говорится в сообщении ведомства. В этом году мы наблюдали по реке Лена, например, река Лена, она прошла 2 участками. Река Алюкма, она вышла в устье и вышла на реку Лена тогда, когда нижняя кромка ледохода, она наблюдалась в Иркутской области. Река Амга в этом году практически до Амги от верховьях, она практически одновременно произошло вскрытие, и поэтому паводок из года в год одинаковый, мы об этом не можем говорить. Суда на воздушных подушках возобновили пассажирские перевозки через Лену между столицей республики и Нижним Бестяхом, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Перевозки были приостановлены из-за интенсивного ледохода. В данный момент ситуация на реке нормализовалась. Перевозка пассажиров ведется с использованием 4 аэроботов. Возобновлены перевозки и на 10 судах на воздушной подушке. Перевозчики планируют выполнять рейсы до 20:00. Сейчас к текущей эпидобстановке 106 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки, из них в Якутске 69, в Мегино-Кангаласском районе 7, в Усть-Алданском 6, в Амгинском и Момском по 5 заболевших, в Верхоянском районе 4, в Верхневилюйском и Хангаласском по 3, по 1 заражению выявлено в Алданском, Кобяйском, Нижнеколымском и Чурапчинском районах. За сутки региональные лаборатории провели свыше 2500 исследований на ковид. Дополнительные пункты вакцинации заработали в Якутске. Всего открылись 28 точек. Например, в Русском театре, ТРК Туймада, в здании ЛОРПа, Доме правительства номер 1, МФЦ «Мои документы» по Амосово, в Театре эстрады и других местах. Всего для вакцинации от COVID-19 открыты 43 участка. По мнению многих горожан, это облегчает процедуру получения прививки, так как в дополнительных пунктах нет больших очередей. Напомним, все они продолжат работать до 30 мая. То, что открылись такие пункты получения вакцины, это удобно или неудобно? И расскажите. Очень удобно. Конечно. Чем куда-то бегать там, по поликлиникам. А здесь зашел, получил вакцину. А вы вакцину уже получали или вы... Еще нет, первый раз. Если человек хочет вакцинироваться, то это для него, естественно, хорошо, чтобы не стоять в очереди, чтобы был меньший риск заражения, потому что в очереди можно заразиться. Но кто хочет, тот вакцинируется. Республиканская клиническая больница номер 3. Вчера здесь развернул пункт вакцинации. Режим работы с 8 утра до 8 вечера. Вчера вакцинировалось 16 человек. Из них были медотводы. Желающих много.
В Мегино-Кангаласском районе, где сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, тоже проводят массовую вакцинацию. 1800 доз гам-ковид доставлено в Улус накануне вечером. Все прививочные пункты получили свои партии. Как проходит вакцинация в Нижнем Бестяхе, узнал Артур Старостин. Желающие приходят в врачебную амбулаторию поселка, забирают санитарную книжку, проходят осмотр у терапевта. Если со здоровьем все нормально, то получают вакцину. Получать дозу в основном первыми подошли люди с возрастом. По информации медсестры прививочного кабинета, пожилые люди хорошо переносят вакцинальные реакции. Какая-то мышечная боль, там, непонятное состояние будет, значит, принимаете парацетамол, хорошо? Хорошо. Более молодые температура может быть в первые сутки небольшая. Значит, мышечная боль, озноб. У более старшего поколения, средний возраст у нас в основном суставные боли могут в первые сутки быть тоже. После получения вакцины первую неделю у человека снижается иммунитет, и поэтому повышается риск заражения вирусом. Желающих защитить себя и своих близких много, а вот некоторые молодые люди боятся вакцинироваться, но и заболеть тоже. Я очень боюсь и заболеть, и провакцинироваться, потому что реакция может быть разная. То есть это не понаслышке, я это все видела. Но я думаю, что я когда-нибудь, может, соберусь с силами и провакцинируюсь. А те, кто сегодня получил первую дозу вакцины, уже вторую вакцину получает 9 июня. Первый компонент вакцинации должны закончить до 1 июня, а вторую партию планируют завершить до 1 июля этого года. 70% населения должны получить вакцинацию гам-ковид-вак. И на сегодняшний день сделано 675 доз, планируется еще 1905 доз. Ежедневно с 8:30 до 8 вечера делаем вакцинацию. В общем, по району в плане вакцинировать 14 955 человек. Сегодня, 19 мая, на 12 часов вакцину получили более 200 человек. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. В 8 общеобразовательных школах Аймиконе обучаются 1035 детей. Все эти учебные заведения работают в очной форме с начала учебного года, но с соблюдением мер эпидбезопасности. Светлана Поцелуева подробнее из Уснеры. Сразу при входе в Уснерскую гимназию нам измерили температуру и предложили обработать руки. Но санитарные меры у нас выполняются согласно приказам. Прежде всего, это строгий контроль при приеме детей утром, термометрия, обработка рук обязательно. По классам у нас имеются рециркуляторы, которые обеззараживают воздух. Проводится уборка влажная. И до обеда, и после обеда, и вечером приобретены средства индивидуальной защиты. Сегодня девятиклассники сдавали экзамен, и мы смогли убедиться в наличии в классах рециркуляторов и соблюдении дистанцирования. Каждое утро руководители образовательных учреждений информируют о состоянии в образовательном учреждении. Сюда входит и антитеррористическая безопасность, пожарная безопасность и состояние в период ограничительных мер. Следует отметить, что более 50% от числа педагогов уже получили необходимую прививку, чем обезопасили себя, близких и окружающих. Нас уверили, что заболевших коронавирусом учеников в школах района нет. И педагоги приложат все усилия, чтобы этого не случилось. До завершения учебного года остается буквально несколько дней. 21-22 мая 2021 года у нас пройдут торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Они пройдут в онлайн-формате, без приглашения посторонних лиц. И даже родители примут участие только через видеоформаты. Это в целях безопасности всех участников образовательного процесса. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Глава Якутии принял участие в открытии православного культурно-просветительского центра в Мирном. Строительство было инициировано по просьбе общественности с благословения архиепископа Якутского и Ленского Романа при финансовой поддержке Алроса и лично генерального директора Сергея Иванова. Центр будет действовать по принципу учебного заведения дополнительного образования. В здании расположился детский православный центр «Истоки». В рамках его деятельности предусматривается обучение основам православной культуры и веры, изучение истории Ветхого и Нового Заветов. Для ребят старшего возраста планируется обучение основам домоводства и ручного труда. Также организованы группы основ актерского мастерства и журналистики.
В Якутске стартовал третий лесопромышленный форум республики. Мероприятие собрало представителей ведущих фирм, производителей оборудования лесной отрасли, руководителей предприятий и ученых. Лесные богатства нашей республики требуют эффективного освоения. Рациональное использование этих богатств может дать населению рабочие места, качественное жилье и в целом существенно улучшить уровень жизни. А в бюджет республики принести значительные налоговые отчисления, говорят участники форума. На сегодня в регионе вырубают около 400 тысяч кубометров леса. Однако, по словам ученых, эту цифру можно увеличить до 30 миллионов. При этом без значительного вреда экологии. Привлекать сюда инвесторов и развивать именно лесопереработку, лесоперерабатывающий бизнес. Такое замечу, что вот у нас есть экспорт продукции как за пределы республики, скажем, в пределах Российской Федерации, так и, пускай в небольших объемах, но экспорт за рубеж, в Германию. И это только продукция лесопереработки. Мы не вывозим круглый лес. Я считаю, что это очень хороший, положительный фактор. В рамках мероприятия Арктический государственный агротехнологический университет и крупнейшее лесопромышленное предприятие Якутии «Алмаз» подписали соглашение о сотрудничестве. У компании серьезно увеличивается расчетная лесосека, а ГАТУ является единственным центром лесных компетенций в регионе. Он будет сотрудничать с «Алмаз» в сфере подготовки кадров. У предприятия имеется инвестпроект, который позволяет заготавливать в год около 450 тысяч кубометров леса. Соглашение с вузом позволит наладить подготовку специалистов. Одним из главных спортивных объектов 21-х игр Манчары станет специализированный стрелковый тир с интернатом на 50 мест. Строится объект по федеральной программе развития физкультуры и массового спорта. Подрядчик объекта «Алмаз-Регионбанк Капитал» приступили к работе в марте прошлого года. На сегодняшний день готовность стрелкового тира 40%. Параллельно возводят интернат на 50 мест, где ведутся работы по цокольному перекрытию и начато строительство стен. Задействованы 60 человек. Стрелковый тир откроется к играм Манчары уже в конце июня, а ввод интерната планируется в третьем квартале текущего года. На сегодняшний день доведены лимиты финансирования в размере 224 миллионов рублей. Значит, эти средства у нас запланированы на полностью строительство здания стрелкового комплекса и благоустройство с оснащением, значит, всей необходимой по проекту, значит, мебелью, оборудованием, стрелковым оружием, ну и сопутствующими материалами. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.